Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я профессор Игорь Панарин, и мы начинаем сегодня 8-й урок информационной войны. Я напомню, что основной его темой будет газовый контракт, который был подписан Россией и Китайской Народной Республикой в Шанхае в конце мая 2014 года. Итак, газовый российско-китайский контракт и информационная война. Ну, для начала некоторые цифры этого беспрецедентного газового контракта. Его стоимость около 400 миллиардов долларов, он подписан на 30 лет. Как заявил руководитель «Газпрома» Алексей Миллер, это крупнейший контракт за всю историю существования этой крупнейшей газовой корпорации мира. Для примера такая цифра. Все поставки российского газа в страны Европейского Союза максимально могут достигнуть цифры 260 в финансовом эквиваленте, 260 миллиардов долларов. То есть мы заключили газовый контракт, собственно говоря, на принципиально иной основе и на взаимовыгодных целях. Как велась информационная война против этого контракта? Она велась очень долго. Первое направление — это наши западные оппоненты, прежде всего Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Они распространяли слухи о том, что этот контракт никогда не будет подписан. Более того, за день до подписания этого контракта в ведущих западных СМИ вышла информация, что противоречия настолько сильны, что никакой контракт, подписан в ходе визита президента России Путина в Китайскую Народную Республику, не будет подписан. Второе направление: на протяжении длительного этапа времени западные СМИ старались писать о противоречиях между Россией и Китайской Народной Республикой в вопросах цены и пытались убедить читателя или того пользователя социальных сетей, который брал оттуда информацию, в том, что противоречия настолько гигантские, что никакого согласия по этому направлению не может быть достигнуто. Третье направление информационной войны против этого газового контракта заключалось в том, что внутри политической элиты Китайской Народной Республики проводилась антироссийская кампания, а внутри как раз российской политической элиты проводилась антикитайская кампания. То есть нашу политическую элиту пытались, убедить в том, что контракт с Китаем несет большие угрозы геоэкономические, геополитические, а китайскую наоборот. Я напомню, что американские лидеры пытались выстроить последние 5 лет систему американо-китайской двойки, которая бы решала судьбу мира, и Россия в этих процессах не принимала бы участие. Конечно, такой мощный газовый контракт, он, собственно говоря, похоронил эту американскую идею об американо-китайской двойке, а встает речь о том, что постепенно создается такая мощная российско-китайская двойка. Укрепляет этот вывод то, что Владимир Путин, президент России и лидер Китайской Народной Республики одновременно открыли совместные военно-морские учения российско-китайские, которые тоже проходили на фоне майского визита Владимира Путина в Китай. Это как раз было ответом, собственно говоря, на те злопыхательства западных коллег, которые проводились в различных средствах массовой информации. Почему же информационная война против этого газового контракта так сильна и будет, видимо, и дальше развиваться? Потому что здесь захватываются или затрагиваются глобальные интересы финансовых потоков. Но для того, чтобы понять существующую финансовую систему, она функционирует на основе двух ключевых бирж мира. Это лондонская и нью-йоркская, которая формирует цены, собственно, на нефть и газ. И вот если Россия и Китай перейдут на взаиморасчеты в поставках газ, как они планируют, вне долларовой системы, то есть в национальных валютах, юанях и рублях, то это резко, собственно, подорвет всю систему
функционирования доллара. И можно говорить о потенциальном крахе доллара. Одновременно Россия перед газовым контрактом предприняла еще ряд других действий. Во время визита руководителя Роснефти Игоря Сечина в Индию и во Вьетнам были подписаны соответствующие соглашения о поставках нашей нефти, но в оплате в рублях. И также заключено соглашение с Ираном о том, что будут осуществляться поставки иранской нефти и их продажа уже нами за российские рубли. И дальше мы будем поставлять Ирану промышленные товары. И это, конечно, кардинально меняет всю геоэкономическую ситуацию, когда цены на нефть и газ могут уже определяться не в Лондоне и Нью-Йорке, а в Шанхае и Москве. И вот это вот кардинальный момент этого противоборства, которое завершилось нашей победой, потому что этот гигантский контракт был подписан. Ну и здесь еще на одну важную деталь нужно обратить внимание, что после подписания этого контракта украинский кризис для России не так критичен и для Евразийского союза, потому что в случае, если Украина не будет платить за газ, она не будет возможности воровать российский газ, потому что мы просто его перестанем, собственно, поставлять, и у нас будет куда поставлять этот российский газ, прежде всего на территорию Китайской Народной Республики. И вот это вот кардинальное, скажем так, изменение геополитической, геоинформационной ситуации. С точки зрения информационной войны я также хотел бы напомнить о двух еще раз объектах в этом аспекте воздействия и защиты. Это система принятия политических решений и психика лиц, принимающих решения. Следует отметить, что и Владимир Путин, и Си Цзиньпин, это лидер Китая, за последние несколько месяцев подвергались мощной информационно-психологической атаке с целью не допустить подписания вот этого исторического контракта. Но следует отметить, что оба лидера оказались на высоте, и во имя национальных интересов как Китая, так и России они этот договор подписали, что следует расценивать как совместную российско-китайскую информационную победу. Следует отметить, что концепция информационной войны в Китае развивается достаточно успешно с 1985 года. И здесь мы можем также говорить о том, что есть потенциальная возможность совместных информационных действий России и Китая по сопровождению этого газового контракта. И если говорить о перспективах, то, наверное, лидерам «Газпрома» и соответствующих китайских корпораций, которые будут задействованы в этом процессе, необходимо предпринять дополнительные усилия по информационному сопровождению этого газового контракта, который бы предусматривал прежде всего определенные информационные операции по защите информационного пространства и России, и Китая от внешних негативных воздействий. Мне кажется, что это вот одно из тех направлений, которые необходимо, скажем так, укреплять, и которым необходимо заниматься, и которое еще в полной мере недооценивается. Возвращаясь уже, собственно говоря, к глобальной архитектонике, то лидеры Китая и России, они предприняли усилия для того, чтобы создать в 2016 году единый банк БРИКС. И если Россия и Китай в рамках БРИКС имеют мощный такой финансовый инструмент, как контракт 400 миллиардов долларов, то, собственно, этот банк БРИКС может постепенно стать заменой Международного валютного фонда и, собственно говоря, и Федеральной резервной системы США, которая была создана в 1913 году и является на сегодняшний день главным управляющим звеном в мировой финансовой системе. И вот с моей точки зрения, вот этот газовый контракт на глобальном уровне ведения информационной войны, есть целевая информационная война, есть комплексная информационная война. Конечно, это сфера, прежде всего, финансово-экономическая, но она выходит далеко за рамки, собственно, финансово-экономической составляющей, потому что кардинально меняет, собственно говоря, центры принятия глобальных политических решений
эти центры из Нью-Йорка и Лондона постепенно начинают перетекать, я бы так сказал, в Пекин и Москву. Итак, с точки зрения тематики информационной войны, я напомню, основные сферы ее ведения – это духовная сфера, политическая сфера, финансово-экономическая сфера. И вот именно в финансово-экономической сфере, собственно говоря, и развивалось противоборство в рамках подписания или не подписания газового контракта. То, что, собственно говоря, атаки на этот газовый контракт будут, никаких сомнений нет. Не случайным, наверное, является тот факт, что буквально через несколько дней после подписания этого исторического соглашения в Шанхае вдруг было нападение на одной из платформ, на которых «Газпром» добывает газ. То есть это произошло буквально менее чем через неделю после заключения контракта в Шанхае. Опять гринписовцы озабочены стали вот как раз сохранением экологии. Ясно, что компания с использованием такой организации, как Greenpeace, является целенаправленной информационной провокацией, которая, кстати, уже не первые осуществляются против российских нефтегазовых корпораций, будут продолжаться. Следует отметить, что реакция российских официальных экономических и информационно-аналитических структур была достаточно вялой. И это говорит о том, что опасности продолжающихся информационных атак пока в должной мере недооцениваются. И я думаю, что аналогичные провокации будут продолжаться, и я думаю, что необходимо в какой-то степени консолидация усилий и российских, и китайских, и я бы даже сказал, может быть, антикризисный информационный центр, который мог бы в оперативном режиме быстро, мгновенно реагировать на возможные информационные провокации, а в идеале и проводить, собственно, свои информационные акции, нацеленные на показ достижения этого газового контракта. Еще раз подчеркну, прежде всего, в социальных сетях, потому что мы, очевидно, наблюдаем недооценку роли и значения социальных сетей YouTube в пропаганде как раз достижений финансово-экономических России. Итак, завершая наш 8-й урок, который посвящен потенциальной проблеме краха доллара и одновременно заключению крупнейшего в истории газового контракта между Россией и Китайской Народной Республикой, следует обратить внимание, что сам успех необходимо информационно защищать, и Россию и Китаю необходимо предпринять дополнительные информационные усилия по защите уже предпринятых соглашений, договоренностей и для реализации системы противодействия, прежде всего в социальных сетях, в чем, кстати говоря, китайцы неплохо преуспели. Я напомню, что завершается 8-й урок, и я профессор Игорь Панарин.